Сегодня российские полицейские отмечают круглую дату – 305 лет со дня создания правоохранительной структуры. В преддверии праздника в Музее истории МВД по Коми прошла экскурсия для учеников кадетского класса. Детям рассказали о становлении силового ведомства в Коми-крае, памятных датах, событиях прошлого и значимых личностях. А еще объяснили, чем важна и сложна служба по охране правопорядка. В хранилище истории побывала и Богдана Акопян. Скажите мне, пожалуйста, кто работает в Министерстве внутренних дел? Как называются сотрудники? Полицейские, правильно. Я думаю, все согласны, да? А вы знаете, как назывались полицейские до этого? Милиционеры. А вы представляете, до милиционеров в органах внутренних дел служили еще и была еще полиция. Полиция, да? 5 июня 1718 года император Петр I издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге должности генерал-полицмейстера. Тот день стал памятным в истории России. Именно тогда на улицах российских городов появились профессиональные защитники правопорядка. За 300 с лишним лет преобразований в ведомстве было немало. После революции полицию сменила народная милиция. В 2011-м вернулись к историческим корням. Впрочем, главная задача осталась неизменной – обеспечить общественную безопасность. Потому что без работы полиции правосудие было бы хуже. То есть его не было бы почти, потому что никто бы не смог следить за обстановкой в стране. Было бы очень плохо без полиции, так что полиция всегда нужна. Кадетский класс 18-й Сыктывкарской школы во многом отличается от обычного. Здесь обучают будущих полицейских. Для школьников это отличная возможность сделать первый шаг к выбранной профессии. Но для ребят есть определенные требования – уметь подчиняться, хорошо учиться и иметь неплохую физическую подготовку. В музее регионального МВД дети окунулись в историю своих предшественников. Это позволило им прикоснуться к такой непростой службе и лучше ее понять. Я почувствовал, как будто я стал милиционером. И не в полиции, а прям милиционером. Узнаю про всякие оружия, про людей, которые служили. Это поможет и определиться с будущей профессией, так как ребенок придется, посетит музей, увидит все эти экспонаты и решит, что как раз-таки именно полицейский – это тот выбор, который он должен сделать. Ребята обошли каждый стеллаж, внимательно рассмотрели все экспонаты и фотографии. Новую экспозицию уголовного розыска, кинологической службы и подразделения СОБР задержались подольше, заваливая экскурсовода вопросами. Их интересовало буквально все. Спрашивали о тонкостях оперативной работы, про самую популярную кличку у служебных собак. Узнали, какая нагрузка у бойца спецназа. Защита птицы. Да. А вот что там за предмет стоит, который на бинокль похож? На бинокли это предметы ночного видения, когда оперативники сидят в засаде и вот с такими биноклями, да, все хорошо видят. Какое самое было популярное на войне имя собаки? Самая популярная собака по кличке Гром, первая собака нашего милиционера Мухина. Представляете, какой вес обмундирования у этих ребят, какой они должны... Нет, что ты, 20 килограмм только жилет. Около 60 килограмм. 60 и больше, да. Мне больше всего понравилась история про СОБР. Как они вообще пытаются работать, как они защищают нашу Родину, как они изо всех сил пытаются стать более физическими подготовленными к своей работе против террористов и всего наподобие этого. Впечатления от экскурсии у кадетов только положительные. И хотя школьники не первый раз посетили музей МВД Коми, они бы с радостью пришли сюда снова. Кто знает, может, они и сами когда-то внесут свой вклад в историю российской полиции. И уже их фотографии окажутся на этих стенах.